Следующий наш гость Сергей Пайков, компания Creative People. Раз. Дмитрий, похоже, у нас религиозную тематику какую-то внес в своей презентации. Следующий докладчик продолжает своим ноутбуком. Сейчас, секунду. Некоторые приготовления. Просто так мне будет действительно удобнее вам рассказывать. Раз. Есть. Сейчас еще поменьше сделаем. Раз, два. Окей. Дело в том, что у меня не будет какой-то такой классической презентации, то есть она есть, но я хочу показывать всяческие файлы, которые у меня лежат на ноутбуке, и мне хочется, чтобы я видел что-то на этом мониторе, что-то я видел там, поэтому вот эта позиция, она такая самая оптимальная. Первый вопрос вообще, кто-нибудь знает, кто такие Creative People? Можно руки поднимать. Так, вы, наверное, веб-разработчики. Видимо, да. Хорошо. Я думаю, что меня тем более никто не знает. Тогда скажу два слова, потому что, мне кажется, очень важно понимать вообще, кто тебе что-то рассказывает. Меня зовут Сергей Прокофьев, я управляющий партнер небольшой веб-студии. Входит она в рейтинг Tagline, есть одна версия, такой занимаем, и там 10-е место в России, второй год уже. Сделали достаточно много сайтов, около 100 штук, есть всякие премии, награды и так далее. То есть, грубо говоря, я могу, наверное, похвастаться тем, что про веб-дизайн я знаю много. Об этом, собственно, и будем рассказывать. Формат не самый тривиальный, поэтому если будут какие-то косяки, они могут быть. Так, собственно, тема заявленная называется как создание суперсрочных, мегазамороченных, вообще любые термины можно применять нано-сайтов. Вообще слово «нано» и слово «инновационный» для меня являются ругательными. Не знаю, возможно, для кого-то из вас тоже. Речь пойдет о чем? Что достаточно часто мы с вами сталкиваемся, когда нам необходимо разработать проект. Вообще, можете поднять руки, у кого есть свой сайт? Окей, отлично. Ну, практически у всех. Но у остальных, наверное, есть сайт у их друзей или сидящих рядом. Соответственно, достаточно часто возникают ситуации, когда есть следующие критерии. 24 календарных дня. Срок условный, можно в четверок отбросить, оставить 2. Есть половина от расчетного бюджета. То есть мы знаем, что это стоит... Кто думает, что сайт стоит 100 тысяч рублей? Поднимите, пожалуйста, руку. Окей, хорошо. Кто думает, что сайт стоит 50 тысяч рублей? Поднимите, пожалуйста, руку. 10 тысяч рублей. Хорошо. Кто думает, что сайт стоит 1,5 миллиона? Окей, хорошо. Значит, у вас есть только половина той суммы, о которой вы думаете. Это следующий критерий. Еще такой момент. Это классическая задача, которая приходит к нам клиент. Мы называемся Creative People. Здесь все улавливают слово «креативный». Соответственно, задача нам стоит так. Сделайте нам сайт с большой креативностью. Естественно, ни я, никто из вас не сможет описать, что такое действительно большая креативность. Как бы каждый в меру своей испорченности будет думать о том, как она выглядит, какого она цвета, размера и так далее. То есть речь идет о том, что у нас есть проект в неких отчаянных условиях. То есть когда он изначально практически обречен на провал. И вот об этом и хочется поговорить. Значит, есть несколько лайфхаков. Кто знает, что такое лайфхак? Отлично. Для тех, кто не знает, это совет. Модное слово такое. Решил использовать. Значит, я буду рассказывать про какие-то наши проекты и на их примере показывать, как мы сложные ситуации, которые возникают, преодолеваем. Значит, есть такой проект у нас. Дальше следует видеоролик. Попробуем вот отсюда запустить. Если за 2 секунды не заработает, не заработало, сейчас попробуем запустить другой способ. Этот проект был сделан для интернет-магазина инструментов. В общем-то, довольно такая рядовая тема. То есть не хочется сейчас вам здесь рассказывать про сайты для Мегафона, про сайты для Pepsi, я не знаю, кто-нибудь работает в Pepsi? Хорошо, ну вот и не будем про них рассказывать. Это промо-сайт для интернет-магазина дрелей, молотков, там, не знаю, газонокосилок, всего того, что на самом деле сам магазин находится в Самаре, то есть это то, что нам с вами должно быть близко. Так. Сейчас будет маленький видеоролик. Звук не принципиален.
Может быть, будет слышно. Если сначала были условия, я сейчас поподробнее на них остановлюсь, то теперь идет небольшой видеоролик о том, вообще, как этот продукт создавался. Здесь нужно сказать, что мы использовали нестандартную технологию, мы вот дизайнеры до мозга костей, поэтому иконки на сайте мы решили выжигать на настоящем дереве. И вот человек, который это делает, он изначально по прошлой профессии татуировщик, 2 года в Томске татухи бил, всякие разные. И вот мы применили его некие такие специальные навыки, скажем так, в дизайне. Ну, в общем-то, не так важно, что там дальше происходит. История следующая. Это как раз развитие темы, о которой говорил предыдущий докладчик. Один из методов продвижения – это продвижение с помощью всяческих социальных активностей, с помощью, как бы, один из инструментов – это конкурсы. К нам пришел клиент, говорит, у меня 2 билета, давайте сделаем конкурс, кто-то должен их каким-то образом выиграть, поехать на чемпионат Европы по футболу, мы об этом напишем в блоге, эти люди тоже напишут у себя в блогах, мы это все поперепостим в социальных сетях, и вот она пройдет рекламная акция. Когда к нам приходит клиент и таким образом ставит задачу, не всегда ясно, что же нам ему сделать. Вот эта идея, которая называется «Допилить до евро», с тем, что мы хотим сделать сайт вертикально ориентированный, с тем, что там будет ездить пила, с тем, что там будут конкурсы те или иные, она пришла к нам сразу, и я сейчас покажу, каким образом мы ее согласовали с клиентом. Здесь нужно отметить, что я вообще чаще, конечно, общаюсь с представителями агентств, да, с клиентами меньше приходится, к сожалению. Но вот вы можете посмотреть, чего вам достаточно попросить от вашего исполнителя, чтобы вы, так же как и исполнитель, поняли, что вы получите в конце проекта. Это такое техническое задание. Возвращаемся, собственно, к презентации. Здесь не придется так все время делать. Итак, вот таким образом выглядит техническое задание. То есть мы пришли в кафе, взяли и нарисовали наш сайт ручкой на бумаге. Ну, не на салфетке разве что. Причем, мне кажется, возможно, вот это уже даже чистовой вариант. Заказчик находится в Самаре, мы находимся в Москве, мы взяли, отсканировали и отправили это по электронной почте. Клиент посмотрел и через 15 минут согласовал нам проект. И мы, в общем-то, в целом понимали, что нужно сделать. Весь сайт был в итоге собран за 3 недели. При очень ограниченном бюджете. Скажем так, для меня мы делаем сайт где-то от 600 тысяч рублей. Такая базовая ставка. Ну, просто, чтобы я был с вами честен. Этот проект, он где-то треть от бюджета составлял. Но так как мы смогли сделать его в ограниченные сроки, а на самом деле любой веб-разработчик не тратит, он же не тратит бревна, он не тратит бензин, он там тратит немножко электроэнергии, немножко денег на интернет и офис, а все остальное это зарплата разработчикам. Если мы сделаем сайт быстро, он будет стоить дешевле. Вот это какие-то другие слайды. То есть можно посмотреть, что мы знали, как будет выглядеть раздел жюри. В 2 словах, там вот практически в стихах было описано то, кто что делает, какие будут конкурсы. Для этого понадобилось порядка 15 минут. Еще один проект, еще один видеоролик. Тоже очень нетривиальная история. Компания занимается продажей кондиционеров. У них из Японии пришла новая линейка. Сейчас я попробую реанимировать компьютер. Так, есть. Пришла новая линейка, и мы подумали о том, что как вот такой скучный продукт, как кондиционер, отрекламировать так, чтобы все это запомнили, всем это было интересно. Это было бы очень нестандартно. И мы решили, что кондиционер и вообще то, на что он влияет, на климат в доме, очень сильно влияет на наше восприятие. Да?
он создает некую картину там, нашей жизни в доме. То есть, ну, какая-то такая была история эмоциональная. Я не креативный директор, я работаю с бумагами, поэтому я вам красиво это не продам. Клиенту продали и взяли, построили стену, сняв у одного университета буквально за бесценок пустующий, ну, по сути, почти гараж. И иллюстрацию нарисовали на стене краской, просто выплескивая ее туда. Заголовки изготовили из пластилина, что-то вырезали из картона. Ну, в общем, достаточно творчески подошли к процессу. Самое удивительное, что потратили на это денег примерно столько же, сколько бы мы потратили, если бы заказать эту иллюстрацию у какого-нибудь модного специалиста, московского или там, из Петербурга, или каких-то таких городов. Сейчас покажу, как мы с клиентом согласовали прототип этого сайта, как он выглядел. Вот таким образом. Как вы видите, сверху логотип, есть 3 кондиционера, есть что-то нарисованное на стене, кондиционер висит сверху, дальше есть слово характеристики, какие-то кнопки переключения. Это все то, что нам было необходимо и достаточно для того, чтобы на первом этапе, на первом приближении понять о том, что мы знаем вместе с клиентом, что мы будем делать, и что мы в это ограниченное время, в этот ограниченный бюджет уложим. Это первая история. Очень быстрые прототипы, без каких-то согласований. Это такой первый лайфхак. Еще один. Там было несколько слайдов. Вот это другая картина. То есть изменение узора на стене говорит о том, что у нас 2 разных иллюстрации. В общем-то, и мы, и клиент, это понимаем на нужном нам уровне. Еще один момент. Это разработка сценария этого сайта впоследствии. Для того, чтобы, опять же, скажем так, после того, как мы понимаем общую концепцию, полностью прописать действующих лиц, все разделы, все страницы и так далее. Есть у нас такой проект, это водка. Водки, опять же, очень много, водка бывает разная, она бывает в регионе, бывает в Москве, где угодно. Поэтому тоже такая общая известная история. Я сейчас покажу сам сайт, как выглядит. У меня он есть, по-моему, есть даже интернет. Сейчас мы проверим, протестируем организаторов. Сайт называется «Вдрова». Опа, не хочет. Ничего страшного. Я подготовился, у меня есть резервная копия. Сейчас обязательно попьете, спасибо. Всем уже есть 21 год, просто я здесь видел детей. Можем посмотреть? Окей. Хорошо. Так вот, таким образом выглядит сайт. Здесь нет никакой флеш-анимации, это как бы современные, так называемые HTML-технологии. При этом есть 3 основных продукта. Разные фильтрации. Я, честно говоря, я вот пью, но мне как-то все равно в целом. Есть несколько фактов об этом бренде. Есть даже вот эта штука была предоставлена нам клиентам. Клиент нам что пришел из задачи, как вы постоянно говорите, у меня есть водка, есть слоган в дрова. Я как бы до сих пор с трудом это выговариваю, но как бы, дрова, там, доску, что еще может быть, еще во что-то. Ну, лучше не будем об этом. И вот такую картинку он нам дал. Мы придумали игрушку, ну неважно. В общем, достаточно сложный такой проект, сделали его где-то за месяц. Сейчас покажу, каким образом мы согласовали, опять же, с клиентом этот сайт. Потому что у нас часто с вами возникает ситуация, когда, например, дизайнер нам что-то приносит, и мы говорим, оба, это не то. Или сайт разрабатывается в конце, а мы понимаем, что опять не то. Вот, опять же, как этого избегать. Есть презентация. Мой партнер, наш креативный директор, говорит, что мы иногда работаем как такая небольшая кинокомпания. Ведь когда снимают какой-то ролик, сначала делают раскадровку. Да, есть какой-то сначала текстовый сценарий, а потом делается кадр каждого там, съемочного дня и так далее. Вот мы примерно так же клиенту принесли то, как будет выглядеть этот сайт. Вот эту раскадровку дизайнер, да, понятное дело, что у каждого дизайнера как бы все в силу своих возможностей. И первое, что я вам показывал, было нарисовано ручкой. Вот
здесь дизайнер рисовал в фотошопе, но он потратил на это не больше, наверное, часа. Я считаю, что это не очень большие временные затраты. Опять же, с нашей стороны, исполнительской. То есть первый слайд, на котором показаны продукты, есть слайды, на которых показаны наши ключевые изображения, если вы хотите, чтобы мы их показали на сайте. Есть слайд, где распиливается бревно какое-то, слайды с демотиваторами. То есть мы сразу им все рассказали. Потом мы показали это в некой схеме, такой структурной. Да? То есть у нас есть слева картинки, это вот такие вот сцены. Дальше мы описываем разделы, какие будут на сайте. И даже здесь же показали нашу фишку с меню. У нас, когда ты опускаешься по сайту сверху вниз, ты как бы выпиваешь, и количество водки, которое в маленьком маркере в бутылочке, ее все меньше, меньше, меньше до конца. Вот, то есть вот эта маленькая приятная штука, она тоже была придумана изначально. То, что получилось, вы уже видели. Это очень похоже на предыдущую историю, только нужно сказать, что я об этом хотел в конце сказать, но лучше скажу сейчас, чтобы было понятнее. Что когда ты работаешь в ограниченных условиях и по времени в том числе, то у тебя проектирование сайта, оно вообще не заканчивается никогда. И вам, и как клиенту, иногда, к сожалению, приходится объяснить это исполнителю, да, если он готов вообще на такой проект пойти, что вы с ним не сможете согласовать прототип окончательно, потому что это проект другой. Это вот такая срочная штука, ее нужно делать, если что-то неправильно, переделывать по-живому. Поэтому проектирование не заканчивается. Сначала показали простую, потом более сложную, потом появился дизайн, еще что-то подвинули. Вернемся к презентации, нельзя же ее делать. Потом ее даже можно будет скачать, если кому-то вдруг интересно будет. Macintosh чудит. Так, еще один проект, тоже дизайнерски сложный. Я не могу сказать, что он сделан был прям очень-очень быстро. Скажем так, с точки зрения технологически быстро, с точки зрения отрисовки иллюстрации, этот процесс был длительный. Клиент занимается производством подарков уникальных, достаточно дорогих. Вот это уже, наверное, хотя тоже, в общем-то, возможно, и в Ижевске есть какая-то подобная компания. Если есть, конечно, целевая аудитория на эти штуки. Мне лично вот такая штука вообще не нужна. То есть, грубо говоря, они каждый подарок, который они дарили какой-то семье, они его приурочили к каким-то фамильным ценностям. И сам логотип компании, он есть на следующем слайде, здесь вот внизу, The Saplings, он был пронизан неким духом такой геральдической истории, каких-то гравюрной истории. И наш креативный директор решил, что в основе этого сайта будет дерево. Вот здесь плоховато видно, может быть, но представлено несколько картинок того, как мы на миллиметровочке карандашом нарисовали это дерево и отправили клиенту. И то есть на словах вот это объяснить было невозможно. А когда он посмотрел и говорит, вот да, вот у меня есть дерево, вот там в верхушке мой логотип, мой герб, да, вон мои там гончие борзые сидят у него внизу, вот есть щиты, на которых гербы моих клиентов, за каждым щитом есть, соответственно, какой-то подарок, какой-то портфолио. Опять же, это еще одна история с проектированием. Я сегодня все время буду про проектирование говорить, у меня осталось, по-моему, еще минут 5, наверное, 10 даже, да? Классно. Вот это все были прототипы, да, то есть то, что мы называем схемами, часто нам иногда присылают их в такой замечательной программе, как Акхура, Ашура, или вот если не знаю, может быть, кто сталкивался, я до сих пор не знаю, как ее произносить. Кто-то в Visio рисует, кто-то в Word прям. Нам однажды прислали полностью дизайн сайта, нарисованный в Excel. Представляете, каждая вот ячейка была нужный шрифт, нужный цвет. Вот, и реально классно выглядело. Прям хотелось, вот, знаете, вот сфотографировать и сразу опубликовать. Но клиент почему-то думал, что что-то вот нужно еще. Зачем вообще это заниматься, не знаю. Иногда бывает, что для сайтов нужно делать какие-то сложные иллюстрации, например. Ну, к сожалению, бытует мнение, что если на нашем сайте нет крутой картинки, то сайт не креативный. Ну, скажем так, я готов отдельно потом в кулуарах всех разубедить, но иногда без картинки никуда, да, потому что это тот визуальный образ, который достаточно легко, без принуждения читать тексты, пользователь расскажет о том, что мы продаем, не знаю, водокачки, и что они у нас самые лучшие, европейские и так далее. То есть формируем правильные эмоциональные образы. Итак, мы делали несколько фотосъемок, которые нам нужны были для того, чтобы
впоследствии их используют в качестве иллюстрации, где-то фотоиллюстрации, где-то мы их обратно. Это не так важно. В общем, речь шла, например, о каком-то сложном процессе, который нужно организовать. Например, фотосъемки. Вот вы сейчас видите эскизы, которые нарисовал дизайнер перед тем, как мы угрохали фотосъемку где-то 500 000 рублей. Мы полностью согласовали с клиентом, какой будет цвет у простыни, как будет падать свет из окна, какой будет фактура мальчик, какой будет фактура девочка. И вот такие вещи сложные нужно делать только так. Вот, собственно, что получилось. Да, то есть, если вы посмотрите, то вот он мальчик с велосипедом, вот другой мальчик, и свет очень похоже падает, и одет он очень похоже, и поза у него. То есть мы изначально были подготовлены к тому, что мы делаем. И клиент тоже знал, чего ему от нас ожидать. Это еще вот девочка мне больше нравится. Причем вот слева, справа вообще ни о чем. Есть еще один проект. Ну, давайте, наверное, быстро успею рассказать. Компания продает ковры. Правда, она вот по всей стране их продает. И мы подумали о том, что на сайте тоже будут какие-то иллюстрации. У них есть несколько направлений деятельности, несколько типов ковров. Есть ковры для детских комнат, есть ковры, например, шумопоглощающие, есть ковры для отелей. Вот, например, это вариант огнеупорные ковры. Вот. Ну, мы выбрали такой метафорический образ, придумали вот такого человечка. А теперь представьте, что вам, например, нужно это согласовать в достаточно бюрократической организации, где решение принимает огромное количество людей, а мы опять, как обычно, по времени ограничены там, в 24 наших пресловутых календарных дня. Тогда мы тоже согласовываем эскизы. Хочу показать, как может выглядеть техническое задание на такую работу. Я спешу сейчас. Здесь плоховато видно, но мы клиенту в тексте и в карандашных набросках описали то, что будет нарисовано на иллюстрации. То есть, грубо говоря, есть износостойкие ковры. Вы знаете, когда мы думали про износостойкие, у нас такие сумасшедшие ассоциации первоначально возникали. Как вообще можно износостоять куда-то? Вообще трэш. Итак, вот мы рассказываем про иллюстрацию, что говорим, домашняя мебель, светлая, что это будет Икея. То есть мы согласовываем вообще все, что можно согласовать. Это тоже очень важно. Когда вы выступаете на стороне клиента, вы должны постараться, чтобы исполнитель с вами вообще все, что можно, согласовал. Чтобы не только ни у вас не возникло потом желание это все двигать, но и у него не возникло желание отказать вам в этом. Да, потому что ну мы с тобой вот это согласовали, а вот это давай делать. А иначе он вам скажет, мы этого не согласовывали, я делать ничего не буду, плати еще 50 000. Ну и, собственно, так по каждой иллюстрации. Вот это как раз скетч к тому ковру курящему, который вы видите. Ну, все, переключаем. Возвращаясь к презентации. Она уже практически завершена. И опять сначала, но быстро. Ну, в общем-то, то, о чем я говорил, что мы изначально с клиентом говорим о том, что если будет тарелка, то она будет вращаться именно так. И вы должны синхронизировать свое понимание с вашим исполнителем. Здесь будет слайд, который может быть полезен прежде всего, наверное, разработчикам, да, вот особенно первые 4 пункта. Я не буду на них заострять внимание, заострю немножко внимание на следующих 2. Это то, что нужно понимать, что если у вас проект действительно ограничен по времени, то это ограничение нужно использовать как некое преимущество. И это позволит вам действительно продукт выпустить в конечном итоге. Если возникает ситуация, сейчас расскажу, о чем дальше будет. Про проектирование говорил. Так вот, самое важное, вообще самое важное про такие быстрые проекты, нано-сайты и прочее. Как только вы возвращаетесь в нормальные сроки, как только вы понимаете, что у вас не 24 календарных дня, а, например, 2 месяца или 3, или когда вы понимаете, что у вас вдруг бюджет нормальный появился,
и так далее, вы должны срочно уйти от схемы, когда вы делаете это в неком авральном режиме. Да, когда вы это все проектируете на ходу, когда вы рисуете какие-то непонятные картинки и так далее, тогда вам нужно вернуться к классической истории, когда вы начинаете с очень подробного технического задания, потом делаете обычный дизайн, согласовываете его, потом делаете верстку, потом делаете программирование и так далее. Я не знаю вообще на самом деле, сталкивался ли кто-нибудь с такими проектами. Вот. Если столкнетесь, то уже будете хоть что-то знать. Я надеюсь, что хоть какие-то картинки, которые я показал, вам понравились. Вот. И там, не знаю, видеоролики где-то показались смешными. И, в общем-то, это, собственно... есть еще один слайд, прошу прощения. Вот такой момент, опять же, про работу исполнителя с заказчиком. Что, короче говоря, если вы в какой-то момент не доверитесь, то ничего не получится. Да? Потому что есть вот один человек, он забивает гвоздь, вешает на него картину. Если все остальные помогают, картина в итоге падает. Вот теперь точно все. Вы простите, что несколько сумбурно, потому что мы только что прилетели. Есть какой-нибудь вопросик у кого-нибудь? Вопросик обязательно должен быть. Здравствуйте, меня зовут Ольга, у меня очень наболевший вопрос. Из ситуации, которая нынешняя, совсем недавно произошла, полгода мы делали сайт и делали по, так скажем, традиционно. Причем немножко и неправильно традиционно, потому что вначале была просчитана денежка, а потом уже был создан прототип. Не сделаны никакие вот эти красивущие макеты, которые у вас там промелькнули у вас, да. Потом, когда дело дошло практически до конца, мне стали говорить, что вот этого в ТЗ нет, мы вот какие-то ваши уже пожелания принимать не будем, это дополнительная денежка и так далее. Вернулись на то, что нужно было прописывать ТЗ, а то, что ТЗ на самом деле серьезно и не было прописано, только так какой-то план на 4 листочках, и это считалось ТЗ, и никакие мои просьбы не были услышаны, не было ничего переделано, то потом я наконец услышала о таком волшебном методе Agile, и поняла, что можно, наверное, было со мной по-другому работать, и сами исполнители эту фразу проронили, что, наверное, с вами нужно было по Agile работать. И, соответственно, у меня такой вопрос. Неужели можно с одними работать по Agile, с другими не работать по Agile, с одними делать или в рамках одной компании делать проект как-то традиционно, и тут же в рамках этой же компании, не становясь на принципы Agile, все-таки говорить о том, что, наверное, нужно было работать по Agile. Вот такой сумбурный вопрос. Очень сложно, да, сформулировать. Смотрите, ничего не хочу по Agile говорить, мы не работаем по Agile. Здесь вопрос несколько глубже просто. У нас есть огромное количество веб-разработчиков, их считают там, в количестве, не знаю, там, 4000, 5000 компаний на рынке, там 2 человека уже компания. Я не знаю, с кем вы работали, конкретные вот, окружение этого проекта. Возможно, вы где-то виноваты, возможно, они очень сильно виноваты. Ну, видимо, все виноваты, потому что в конечном итоге получилось нехорошо. К сожалению, у нас на рынке очень-очень много некачественной вообще разработки. И с одной стороны, вот совет ко всем может быть, да, что проект по созданию сайта и вообще практически любой проект по созданию дизайна, он обоюдный. Но нужно понимать, что ваш подрядчик, он передает вам экспертизу дизайнера, программиста, верстальщика и так далее, а вы ему передаете экспертизу по собственному бизнесу. И вам вот эти вот вещи действительно нужно как бы согласовывать очень-очень точно. В большинстве случаев у нас огромное количество клиентов, которые приходят, и им первый раз делают что-то очень плохое. И даже после того, как проект делаем мы, практически всегда бывает второй этап, когда мы учитываем те ошибки, которые мы допустили, и клиент, который допустил при проектировании той или иной функциональности, и это все равно выливается в какие-то дополнительные деньги и так далее. То есть, к сожалению, стоит сказать, что, во-первых, очень некачественно, в принципе, на нашем рынке работают.
Поэтому нужно быть крайне осторожным. И второй момент, то, что, скорее всего, цена владения сайтом, вообще таким продуктом, она впоследствии превысит цену его создания. Поэтому нужно рассматривать создание просто как первый этап. Вот вы сделали, а дальше переделываете в течение всего срока жизни сайта. Ну, там лет 5, например. Дальше делаете опять новый. И, ну, тут как бы рецепта никакой нет. Agile, не Agile. Я завтра попробую про Agile и системы что-нибудь рассказать. Ну, можно еще чуть-чуть, да? Но вот наверняка вопрос такой, а когда тогда вы озвучиваете денежку? То есть вы вначале делаете эти красивенькие картинки, или вы их тоже за денежку делаете вначале? То есть как, когда? Хорошо, тоже хороший вопрос. Значит, все иногда делают что-то бесплатно, а что-то за деньги. И иногда мы бесплатно можем нарисовать целую дизайн-концепцию и связанные с двумя вещами. Либо я очень хочу этот проект, либо мне нечего делать. Во всех остальных случаях я беру сначала денежку. Есть очень хорошая схема, когда вы вашему подрядчику не платите сразу всю сумму или предоплату вообще за 50% за весь сайт. Бьете проект на маленькие этапы. С одной стороны, это защищает вас, то, что вы в любой момент можете расторгнуть отношения и забрать готовый результат, да, на этом этапе. С другой стороны, вы всегда рискуете о том, что смета вырастет, потому что вы в процессе работы придумаете что-то еще. Ну, то есть здесь как бы и те, и другие защищены. Давайте еще один, потому что вот Максим тоже летел, тоже хочет выступать. А если что, потом в перерыве. Ульяна, я представилась уже, маркетолог финансовой компании. Вы, как коммерческий директор, так или иначе подсчитываете экономическую выгоду. Да. И вот мне, просто мы уже несколько сайтов создавали, все они стандартные, скажу я вам, и особого креатива нет. Но вот мне, как рекламщику, как тоже творческому человеку, конечно, бы хотелось применить вообще в концепции продвижения, но руководство убедить, которое постоянно считает экономическую выгоду, прибыль от того или иного использования, потому что опыт уже был, использование креатива, там в гиде, например, там лопаты выдавали, если вы придете к нам вклады какие-то делать, да, или там уходите со своими прибылью и лопатой для денег. Вот. Но о гиде заговорили, но продажи не увеличились. Как мне убедить руководство и как просчитать эту экономическую выгоду, прибыль? Хорошо, значит, Спасибо. смотрите, то, что вы говорите про лопаты, это имиджевый проект. У имиджевых проектов прямую экономическую выгоду практически невозможно просчитать никогда. И она как бы выражается в реальной продаже сильно потом. Классно сказал, ну ладно. Вот, мне очень нравится сайт kuvalda.ru, и можно посмотреть вообще на этот интернет-магазин. Они огромные деньги тратят на содержание собственного отдела, который занимается продакшеном, поэтому именно магазину, который, собственно, и сайт интернет-магазина делает. И делает огромное количество публикаций сторонних. То есть они сделали из проекта не только магазин, но и контент-проект. А потом мы стали делать для них некие спецпроекты. Да, но это такая большая машина, которая до сих пор, честно говоря, скажем так, в конкретике, например, цифр, ее нельзя выразить, потому что, во-первых, они параллельно делают скидки в магазинах, в розничной сети своей, параллельно делают что-то на сайте, параллельно мы делаем какой-то спецпроект имиджевый. Да. Кто-то где-то в блогах обсуждает. То есть здесь достаточно тяжело замотивировать руководство именно на реальные цифры. Да, но какие-то вещи можно пробовать, и они могут в конечном итоге понравиться, потому что в любом случае любой промо-проект, его можно трансформировать, не знаю, в генерацию так называемых лидов, например, на анкеты собрать или еще что-то. Ну, сложно сходу так ответить. Можем потом, да, пообщаться. Это очень интересная тема. Все, давайте я передаю микрофон. Спасибо большое.